Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня мы с вами посмотрим такую тему: события будущей недели. Давайте посмотрим, что вас ждет, что судьба вам готовит. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, интересненько так показали. Какая-то встреча у вас незабываемая. Встреча, которая оставит очень много впечатлений. И впечатлений очень замечательных. У кого-то встреча уже со знакомым человеком, а у кого-то человек будет совершенно незнакомый. Да, вам еще предстоит познакомиться. И человек настолько приятный, настолько замечательный. Прям будете ходить и улыбаться, да, и радоваться, благодарить небеса за эту встречу. У кого знакомый человек, то, скорее всего, как что-то выяснится, прояснится. И то, что выяснится, вас, конечно же, порадует. Также у кого-то будет свидание. Свидание, которое станет отправной точкой вашей будущей счастливой любовной истории. Да, вот позовет мужчина на свидание. Позовет, и вы пойдете, и нисколечки не пожалеете, а наоборот, будете очень рады, что согласились. Мужчина как-то прям откроется перед вами, предстанет таким, как он есть на самом деле. Там на нем не будет никаких костюмов, масок, да? Вот будет сам собой. И вы даже как-то по-другому посмотрите и скажете: ой, какой хороший мужчина, да? Какой замечательный. Ну вот как встреча, свидание, все меняет, все решает и задает весь тон недели. Также, мои хорошие, я вижу, что в семье будут очень хорошие новости. Новости, связанные с какими-то то ли деньгами, то ли документами. Ну, если у вас были проблемы с документами, либо вы ждали каких-то документов, то они придут. Придут, и все будет хорошо. И также у кого-то отыграется, что вот деньги, да, в семью придут деньги, все выдохнут, расслабятся, и, например, напряжение уйдет из вашей семьи, напряжение уйдет из отношений. То есть, может быть, там дети что-то хотят, вам счета нужно оплачивать, там, денежек там осталось буквально на 2 дня. Вот, и сумма придет, и все такие: о, живем, можем себе позволить, как разрядится обстановка, да. Может, документы давно ждете и нервничаете, как на иголках сидите. И тут документ придет, и вы: о, все, можно расслабиться, у нас теперь все замечательно. Так, еще я у вас вижу какую-то борьбу, когда вы против всех, вы один, либо вы одна, и вы против всех боретесь. Это будет тяжело, но вы справитесь. Если честно, от вас никто не ждет, что вы будете бороться, и уж тем более никто не ждет, что вы сможете выиграть, да, что вы будете побеждать. Скорее всего, люди считают, что вы слабы, что вы робкий человек, что вы человек, который вот прям будет довольствоваться тем, что ему дают, либо отдают, либо предлагают, а вы скажете: нет, нет, нисколечко не буду. Давайте мне то, что положено, либо давайте мне то, что я хочу. А если не будете давать, то я засучу рукава и сейчас покажу вам, где раки зимуют. Вот. С какими-то людьми вы боретесь, и вы их побеждаете, вопреки всему и вся. Это будет славная победа. Вы не будете чувствовать ни страха, ни усталости, ни каких-то, знаете, других вот мыслей у вас не будет. У вас есть цель, и вы не видите препятствий. И вы свое получите, вы своего добьетесь. Будь то какая-то конкретная борьба, будь то, может быть, какой-то там словесный поединок, либо нужно будет там пойти выяснить отношения с начальником, с коллективом, либо с какими-то чиновниками, да, вот навести порядок. Славная победа
И вы знаете, потом, когда придет осознание, что произошло, вам даже как послевкусие, да, немножко будет вот прям мурашить вас, это послевкусие. Но вы своего добьетесь, никого не побоитесь. Не будет у вас страха, не будет никакого страха, вы идете и побеждаете. Так, волны информационные. Вот тут будьте поаккуратнее, потому что эти волны, они очень высокие, и они могут утянуть прям в пучину каких-то ненужных разговоров, каких-то ненужных эмоций, какой-то неправдивой информации. Да? Вот нужно быть максимально аккуратным, учиться блокировать эти волны, учиться быть невосприимчивым. Вот знаете, там что-то будет задействовано с чувствами людей, с эмоциями людей. Может быть, будут настраивать одних людей против других людей, будут прогревать обстановку, будут, допустим, грязью кого-то обливать, и типа какие-то фейковые доказательства будут. Сторонитесь этой информации. Вообще старайтесь выпадать из этого поля. Меньше знаете, лучше спите, да, спокойнее спите, крепче спите. Меньше раздражения, меньше вот этих негативных эмоций, меньше страхов, тревожность у вас снижается. По возможности старайтесь не смотреть новости, не читать новости. Если кто-то там начинает с пеной у рта что-то рассказывать, говорит, представляете, такой ужас, такой страх, не слушайте этого человека, просто затыкайте уши и уходите. Да, эти волны, они очень пагубные, и они прям очень неправдивые. Неправдивые. Мне не нравятся эти волны, но их будет много, несколько волн. Так, еще, мои хорошие, я вижу, что вы себе какой-то щит обретете. Щит, причем достаточно такой прям мощный. И с этим щитом можно себя защитить, да не только себя, но и тех, кого вы любите, от каких-то превратностей судьбы, от козней врагов. В принципе, от каких-то проблем можно защитить. У кого-то в прямом смысле слова какой-то амулет-оберег на удачу появится, да, на защиту, на удачу. Кто-то узнает, либо получит мощную молитву, которую вы будете читать, и она будет защищать не только вас, но и тех, кого вы любите. И также таким щитом может быть какой-то момент покровительства. Да? Кто-то вам говорит, что если кто будет обижать, обращайся ко мне, да? Либо я на твоей стороне. И вы воспринимаете эти слова, да, это слово как щит. Щит, которым вы можете закрываться, и, скорее всего, вы будете применять этот щит. Может быть, даже просто вот ради попробовать, а как это работает. И очень славно это работает. Так удивитесь, скажете, ну надо же, вот это да. Прям так, прям интересно все сложилось. У меня теперь защита есть. Я теперь поспокойнее буду, да. Я теперь уже и не боюсь. И тревожность у меня снизилась, там ниже 0 упала. Да, хороший знак, очень хороший. Если это что-то конкретное, вот там молитва, допустим, перепишите на чистый листик своими руками. Поверьте, от вас не убудет, но потратите вы эти 5 минут, ничего страшного. Но это прям во благо вам пойдет. Если это какой-то амулет, оберег, то прям берегите, никому в руки не давайте, никому об этом не рассказывайте. И если это тоже чье-то обещание, либо чье-то слово, лучше об этом не говорить, не афишировать. Да? Так будет лучше, чтобы там не обзавидовались, либо не предпринимали каких-то негативных действий. Дальше идет очень приятное времяпрепровождение. Я так понимаю, что оно не запланировано. Может, там с родственниками пересечетесь, посидите, поговорите душевненько. Может быть, с подружками, может быть, вы, мужчина, с друзьями посидите. Вот такая небольшая, но очень теплая компания. И вы прям в этой компании душой отдыхаете. Как бы там ни устала, нервы, психи, да, какие-то проблемы. Вот посидите с друзьями, либо с родственниками, и прям как рукой снимет, как заново на свет народились. Такие вот теплые эмоции, они вам очень помогают. Кстати, вот для девушек хочу сказать. Девушки, возможно, пойдут на какую-то дискотеку, в ночной клуб, либо место, где будет много красок, цветов, музыка, громко, разные люди. Вот прям пар выпускаете, пар. Вот девочками повеселитесь, может, в караоке пойдете, там прям будете петь. Вот. И благодаря этому вот уходит негатив, не идет.
Кто-то, может, дома соберется, да, но только там берегите своих соседей, если домашний караоке. Так, еще очень много вам придется на себя ответственности брать на будущую неделю. Вот как-то будете вы попадать в такие ситуации, когда люди, ну, то ли напуганы, то ли не уверены в себе, ну, то ли, знаете, ведут себя, как будто бы они раки, пятятся назад. И вот волей-неволей вам придется брать на себя, брать ответственность, брать роль лидера, главного человека, того, кто решает, того, кто задает тон, того, кто собственным примером прокладывает путь. Вот как не раз столкнетесь, сначала вам будет страшно и тяжело. А чем дальше, тем больше, и уже вы просто привыкаете к этому. Уже даже не нужно там спрашивать, вы уже везде первая, либо первый стоите. Кто у меня ищет работу? Для вас приятные новости. У вас как будто бы сразу два каких-то очень хороших предложения. Это всего лишь предложения, над которыми стоит подумать. Здесь хорошее предложение и очень хорошее предложение. Вот. Соглашайтесь и на то, и на то. Когда вы сходите на интервью, на собеседование, поговорите, наведете справочки про ту организацию, про этот офис, вы потом уже для себя и выберете. Да? Это не будет вот, что вы завтра начнете работать, либо там с пятницы, да, с конца недели. Нет. Возможно, работа придет к вам под конец месяца, а может быть даже в следующий месяц. Но предложение вы получите уже на будущей неделе. И есть, да, о чем подумать, и есть даже на что согласиться. Это те, кто искал работу. Работа либо подработка. Для тех, кто собственным делом занят, ну, прилив сил, прилив энергии, свежий взгляд, этот энтузиазм, да, порыв у вас идет. Где-то вот среда, либо четверг. Вы прям чувствуете, что вы можете больше, вы хотите большего, вы даете больше. Если даже у вас усталость была, вот как будто бы рукой снимет вашу усталость. Вот чем-то, может, загоритесь, какое-то новшество, нововведение, инноваторство, нестандартный подход, креативность. Может, даже впечатлитесь кем-то и скажете: и я хочу так, и я попробую, да. Либо какая-то гениальная идея придет к вам в голову. Да? На вас люди будут смотреть и думать, откуда вы силы черпаете, что вы такое принимаете, употребляете, что у вас только энергия, да? Вот прям некуда девать. Все ходят сонные, разбитые, уставшие, а вы прям как биоробот, да? У вас прям искры в глазах. Так, еще ходить, ездить, дороги. Смотрите, вот там, где ездить, на транспорте, личном транспорте, общественном транспорте, там у вас прям все шикарно. А вот там, где пешочком ходить, могут быть даже какие-то стрессовые моменты. Уж не знаю, что конкретно, не могу вам сказать. Ну вот прям не нравится, пешочком не нравится. А вот есть просто шикарно идет. Вот задуманное исполняется. А там, где пешком, ну, может, мало ли дождь, там у вас обувь промокнет, а вы скажете: ах, какая погода нехорошая. Либо вы там не по сезону оделись, там похолодание. Может быть, там темная дорога, либо там неровный участок пути. Ну, вот что-то такое будет. Может, обувь новая натирает, и вы будете злиться. Ну, вот да, на транспорте все идеально выглядит. Так, еще мужчина женщине какой-то подарочек сделает. Не обязательно дорогой, не обязательно там что-то в виде украшений, либо еще чего-то. Но вот я вижу, что мужчина делает подарок. И делает он от чистого сердца. И вот женщине очень приятно. Мужчина себя прям так проявляет в ее сторону. Тут не только подарки, тут еще и правильные слова, правильное поведение. Если у вас были какие-то размолвки, либо конфликты, то все это нивелируется, сглаживается, и у вас прекрасное общение. Мужчина, по крайней мере, будет очень стараться получить прощение, либо привлечь внимание женщин, понравиться женщине, показать ей, какой он хороший. И женщина это принимает. Да? Женщине это тоже очень приятно. Дальше, мои хорошие, за столом сидят люди, и есть место для вас приготовлено.
вас куда-то позовут за стол обсуждений, либо какой-то будет вопрос решаться, и ваше слово будет как главным, ключевым, наверное, да, либо решающим. Если честно, вы не ждете, да, с левой стороны события, но вы будете тронуты. Тронуты тем, что с вами считаются, что к вам прислушиваются, что без вас вопрос не закрывают. Да? Вот хотят услышать ваше мнение, либо в принципе, да, может быть, ваше мнение, это как спасительное мнение. Вот они там сидят за этим столом, за головы хватаются, волосы на себе рвут и ничего придумать не могут. Они зовут вас, и вы такая говорите: угу, у меня есть видение, нужно сделать так и так. И все люди такие: о, ты наша героиня, либо ты наш герой. Да, за столом будете сидеть на равных с какими-то важными людьми. Соседи у кого-то, добрые соседи, либо проявят доброту, проявят заботу. Может быть, вы и не особо общаетесь со своими соседями, либо у вас, опять же, натянутые отношения. Но вот ваши соседи, они добреют, они пытаются как-то восстановить отношения, либо наладить отношения. Либо, в принципе, да, если вы не общались, кажется, что ваши соседи замечательные люди, прекрасные люди. Ну вот как хотят с вами по-соседски дружить. Либо по-соседски вас чем-то там угостить, допустим, да, либо что-то для вас сделать. Прям будете тронуты. Это приятный момент. Человек-вопрос. К какому-то человеку у вас либо вопросы будут, и вы будете прям пытаться, да, расспросить, а человек будет увиливать. Либо какой-то человек заставит вас в себе сомневаться. Какие-то провокации, какое-то странное поведение. Может быть, у вас нет четкой картины, либо понимания, что этот человек хочет, либо чего добивается, но у вас будут вопросы к этому человеку. Как будто бы, знаете, интуиция, да, на этого человека прям пульсирует. То есть обрати внимание, человек не тот, за кого себя выдает, человек носит маску, что-то здесь не так, да, не все так однозначно. Пожалуйста, не игнорируйте те сигналы, которые посылает вам интуиция, и ну вот прямо озадачьтесь этим моментом, подумайте, придумайте, как вам вывести этого человека на чистую воду. Мне вообще идет, что человек либо что-то опасное задумал, либо что-то такое противозаконное, да? И если вы будете осторожны, если вы будете верить себе и своей интуиции, вы можете это все предотвратить. Ну, по крайней мере, к вам, до вас, на вас этот негативчик не ляжет. Да, подозрительный человек. И вы об этом думаете. Еще, мои хорошие, здесь показан паук, который запутается в собственной паутине. Либо кто-то заврется, либо тот, кто манипулировал, сам станет жертвой своих же манипуляций. Паук, да, человек как паук. Небольшой, но тем не менее, да, может быть, на чистую воду выведут, либо будут претензии к этому человеку. В общем, недолго этому пауку осталось в своей паутине сидеть, скоро запутается в ней, и выбраться будет очень проблематично. Дальше показано дерево, и на этом дереве как будто бы какие-то яблочки, грушки, может быть, что апельсинки могут быть. Вы хотите рвать, но вас предупреждают, что еще не созрели, фрукты не созрели, плоды не созрели. Не спешите, не спешите. Это ваш урожай, это ваш законный урожай, он никуда не денется. Надо обождать. Пусть не на будущей неделе, может быть, через неделю. Но эти яблочки, либо эти грушки, апельсинки, они будут ваши. Не спешите. Чем дольше они будут стоять на дереве, тем больше они нальются цветом, вкусом, всеми этими полезными свойствами. Да, тогда уже соберете. На это дерево никто покушаться не будет. Это дерево, оно ваше, и только вам принадлежат все эти плоды, и только вы их соберете. Ну, они только вам в руки дадутся, понимаете? Вот, не спешите. Промежуточные результаты – это не то, что вам необходимо. Вам нужен полноценный результат, а он придет чуть позже, чем 7 дней, может, там за 10 дней придет. 15 максимум, да? Не спешите рвать недозрелые плоды. А вот тут, смотрите, показано, что ангел вас за руку ведет, к единице подводит, благодаря помощи высших сил, благодаря вашим молитвам, благодаря вашим добрым поступкам.
где-то в чем-то вы станете лидером, вы станете номером один, либо вы займете первое там, призовое место. И это именно, видите, ангел за руку вас тащит. Вы немножко сопротивляетесь, может быть, стесняетесь, либо не верите в это. Но вот вижу, что вам по судьбе стать номером один. Вот где-то в чем-то вы станете номером один. И это все благодаря вашим заслугам. А заслуг у вас очень много. Вы очень много добра делаете. Вы очень честный и кристально чистый человек. За это, когда надо, вам помогают. Вот эта единичка, она ваша, и она должна быть вашей. Вы ее либо из виду упускаете, либо вы стесняетесь, считаете, что это как не ваше, вы недостойны. А ангел прям за руку вас тащит и говорит: нет, это твое, бери, бери. Вот прям ощущение, что вы номер один, либо вы где-то победитель, либо вы лидер, либо вы занимаете вот призовое первое место. Это ждет вас на будущей неделе. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.